показать свою независимость, исходя из абсолютно прагматических соображений. Мы прекрасно понимаем, здравые люди понимают, что без взаимодействия с Россией, без нормальных экономических связей, экономическая ситуация в Грузии будет такой очень тяжелой, я бы даже сказал, да. И это хорошо, что понимают. И пытаются, исходя не от большой любви к России, но исходя из собственных личных и общественных интересов, пытаются так или иначе соблюсти вот эту независимую позицию, действительно, и не поставляют вооружение, как делают многие другие, хотя бы символические, и не прерывают экономические связи. Но в целом, как вы оцениваете, насколько сейчас правящая партия, насколько она крепко, собственно говоря, контролирует ситуацию? Потому что то, что они пошли на попятную и отказались от принятия этого закона, то, что они выпустили вот этих вот демонстрантов, нарушителей, это, в общем, наверное, не так просто. Видимо, не все так просто. Вот ваша оценка внутриполитической ситуации в Грузии. Знаете, к глубочайшему сожалению, Грузия, как и Украина, как и некоторые другие страны на постсоветском пространстве, испытывают определенные трудности, вызванные популярностью националистических идей на территории этих стран. Вы знаете, всегда очень удобно манипулировать общественным мнением, пытаясь взывать к таким глубинным эмоциям людей, когда людям не оставляется пространство для рефлексии, когда обществу навязывается, что вокруг него враги, что именно представители вашей нации являются наиболее заслуживающими, скажем так, уважения со стороны международной арены. И всегда очень удобно апеллировать к таким банальным тезисам. К сожалению, несмотря на то, что с 2012-2013 года фактически у власти пребывает партия «Грузинская мечта» и те силы, которые на протяжении последних месяцев пытались, как вы как раз отметили, проводить прагматичную внешнюю политику, от таких настроений в Грузии избавиться не удалось. И подобного рода настрой передается в том числе представителям молодого поколения. И